Международный фестиваль творчества и рукоделия собрал в Пензе более 1000 работ ручного производства. В показе приняли участие ремесленники со всех регионов России. Выставочные стенды устанавливали и зарубежные страны. Несколько тысяч посетителей и море эмоций от увиденного. Ингушетия не осталась в стороне. Команда из Ассоциации ремесленников представила около 100 работ, где сразу нашла своих поклонников. Я просто своими глазами видела, какой-то процесс проходит, да? И чтобы уже ремесленник взял в руки готовую вещь, мягкую кожу, мягкую, чистую шерсть, чтобы с ней работать, это сколько надо труда вложить. Конечно, вот это папаха, я даже, мне кажется, вообще бесценно. На объединенном стенде наши ремесленники знакомили зрителей с ингушскими картинами, поделками из дерева, сувенирами, украшениями, национальными войлочными коврами и многим другим. По словам участников ингушской команды, наш шатер был в центре внимания. Называется национальные блюда, очень вкусные. Это коробочки. Такие у нас вообще никто не делает. В общем, они наши костюмы? Достойны внимания. А костюмы, это вообще, у меня даже слов нет, какие костюмы. Это вот да. и женские, и мужские. Это вот воин с кинжалом. Если он еще станцует в таком костюме. Мы представляли Республику Ингушетия, им объясняли наши изделия, вот, из чего они. Еще мы привезли халву нашу национальную, вот, многим очень понравилось, даже спрашивали, продаем ли мы эту халву, вот, даже номера брали, вот, кто делает эту халву, вот, мы давали контакты, и они просили очень в следующий раз принести больше халвы. Ежегодный фестиваль «Канитель-8» проходил на набережной микрорайона «Спутник» с 10 по 13 июня. Наши участники уже вернулись домой. Делятся, что впечатления о проделанной работе у них останутся надолго. Эта выставка подарила им прежде всего веру в свои возможности. Естественно, нам удалось именно нашу республику отобрали, чтобы мы открыли закрытие фестиваля. Из всех народов, из всех представителей разных республик, именно нашу республику для этого выбрали, потому что нам удалось себя представить с лучшей стороны. В начале торжественной церемонии закрытия наши ребята продемонстрировали национальный танец. Все были в восторге, прям чувствовалась поддержка. Вот, можно сказать, когда весь фестиваль поддерживал, все подходили. После танца не давали прохода, дайте сфоткаться, спрашивали про костюм, спрашивали про черкесский. И, можно сказать, практически не было прохода, даже иной раз выхватывали кинжалы, если бы вы настоящий, я не знаю, что там было бы. Ну, везли макеты, как скажем, но костюмы очень всем понравились, тоже танец тоже всем понравился. Сделали более 1000 фотографий, было все удивительно и как-то вот что-то новое. На фестиваль съехались известные блогеры, мастера прикладного искусства, художники, музыканты, кузнецы и многие другие. Мероприятие включило в себя мировые этнические тенденции и стало площадкой, где участники смогли поделиться друг с другом мастерством и опытом. Я бы хотел, чтобы наши мастера были узнаваемы в других народах, потому что у нас есть что показать. У нас уникальная культура и очень талантливые люди. От всего лица Ассоциации ремесленников хочу выразить благодарность Людмиле Тимаковой за такую шикарную организацию, за прием, за то, что делаете такое полезное дело. Приезжайте к нам, будем рады видеть вас. В планах у наших ремесленников и дальше демонстрировать жителям страны свое мастерство и знакомить с нашим колоритом, выезжая на подобные фестивали. В будущем надеются провести мероприятия такого масштаба и в Ингушетии. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.